силу имеет, вот притягает он людей и не отпускает. Такая сила есть у нас, как шарик. Есть в этом месте какой-то магнит, какая-то химия. Всегда это было. И до расцвета деревни в веке XIX, и даже сильно после него. Сейчас, когда, казалось бы, никакой химии тут совсем не осталось. История, как и любовь, лишь скоротечный химический процесс, она быстро проходит, но что-то все-таки остается. И даже будучи в руинах, поражает наше воображение. Это место уникально даже географически. Деревня Новый Какшан – это Калининградская область Татарстана. Она не имеет с республикой общей границы. Она немножко отделена от республики. И со всех сторон, вот насколько здесь хватает взгляда, на все 360 градусов она окружена территорией Удмуртии. Вот это все, что вы видите там вдалеке, все вот эти леса, это удмуртские леса, а не леса Республики Татарстан. И вот точно так же это место со всех сторон окружено историей. Настолько окружено, что мы вот даже теряемся, с чего здесь, собственно, начать, в какую сторону пойти. Поэтому, наверное, пойдем к самому главному. В середине и конце XIX века Новый Какшан – это место, известное на весь мир. Знаменитые промышленники Ушковы производят здесь, на своем самом крупном в России химическом заводе «Хромпик», серную кислоту, железный и медный купоросы, стеклянную и кислотоупорную посуду. Продукция идет в том числе и на экспорт. Предприятия завоевывают серебряную медаль на Парижской выставке, а количество рабочих доходит до 800. Вот эти руины цехов по производству кислотоупорной посуды – это все, что сегодня еще может нам напомнить о былом размахе производств. Или почти все. Основные цеха вот здесь стояли, вот на этом месте, где вот небольшие сосенки. Здесь вот под снегом отвалы. Они разноцветные, зеленоватые, желтоватые. Вот эти пригорки, зимой кажущиеся вполне естественными причудами рельефа местности, на самом деле так называемые отвалы, отходы, например, производства серной кислоты. Вот как это выглядит летом. Им 150-170 лет. Хотя в деревне немало долгожителей, воздействие этих токсичных отходов на местность даже спустя 1,5 столетия сомнению не подлежит. Хорошо изучены и условия труда рабочих на этих заводах. Это был, конечно, тяжелый, опасный и вредный труд. Но у наших представлений о том времени тоже есть своя химия. Время и знания меняют их состав. Социальная составляющая была очень сильная. Мы с вами сказали, школы, больницы, столовые, номера для незамужних, так называемые, номера для замужних. Доставлялись дрова, молоко. Ну, были свои сложности, наверное, но тогда и жизнь была непростая. Была здесь и знаменитая Какшанская дача Ушковых, роскошный дом и роскошные кедры, посаженные опять же Ушковыми. Всю эту местность видел в лучшие ее дни будущий автор романа «Доктор Живаго» Борис Леонидович Пастернак. Он точно бывал здесь еще в начале 20 века. И вот это как раз дача, Какшанская по документам дача, стала одним из прообразов вот этого дома Варыкина, куда Юрий Живаго приезжает, вот этот заброшенный дом, который мы видим, который описывается. Но Пастернак, это же, знаете, даже больше не для России, это вход иностранцев в Россию. Если, например, Москва-Питер едет в Елабугу на Цветаеву, то вот мы привозили иностранцев, для них Пастернак это номер один за рубежом. Этот дом, поменьше, не был удостоен упоминания в великих книгах, но это единственное дошедшее до наших дней живое свидетельство особого отношения Ушковых в первую очередь к людям, столь многое им отдававшим. В Татарстане таких домов единицы. Это ремесленное училище
1874 года постройки. Одноэтажное, на высоком цоколе, Г-образное здание, обшитое тесом. Над входом башенка, стилизованная под пагоду. Петр Капитонович Ушков строил, наследник. Вот здесь и руна есть, обозначающая наследие, родовое имущество, связь с предками. То, что не купишь за деньги. Она-то, возможно, и бережет этот дом вот уже 1,5 столетия от огня и забвения. Здесь было ремесленное училище, в котором обучались дети рабочих Ушковского завода. После переноса заводов в будущий Менделеевск здесь обосновался сельский клуб, на который, конечно, ни разу не нашлось того, что за деньги купить все-таки можно. Хотя бы железо и досок для крыши. Уникальное историческое здание давно в критическом состоянии. Для вас это особенное место, потому что вы здесь родились, вы этот клуб помните еще вот с такого возраста, да? Да, все детство прошло, свободное время проходило в этом клубе. Мы здесь играли, мы здесь смотрели фильмы. Места не было. Вот в клубе не было места. Это Новый год. Было тепло от людей. От человека тепло еще шло. Елка стояла вот здесь в середине. Да вообще все праздники было очень тесно. Какшан был очень большой. Хронических болячек, накопленных за 1,5 столетия, не пересчитать. И неизвестно, кому на них смотреть тяжелее. Тем многочисленным, кстати, туристам, которые видят этот антиквариат колоссальных размеров впервые, или тем, кто, как Рабзия Кириллова, помнит его с детства и знавал и лучшие годы, когда дом еще дышал самостоятельно. Ну, я считаю, надо сохранить для потомков наших. Мы пожили, мы уйдем, а им должно это остаться. Но это красота. Как должна быть связь прошлого с настоящим. Если этой связи не будет, я считаю, это грош цена всем нам. Здесь кругом история, и мы с вами буквально на этой истории стоим, потому что вот эта плитка, на которой мы стоим, это ушковская плитка. Вот видите, какой толщины, да, эта плитка. И написано здесь Ушков и компания. И компания. Да, знаменитую метлахскую ушковскую плитку, украшавшую лучшие архитектурные шедевры России и Европы, делали именно в этом самом месте. Не пожалели ее промышленники и на такое, казалось бы, второстепенное здание, как это. Изысканный пол с 3D-эффектом – это то единственное, что не потеряло здесь своей былой свежести. Это, конечно, тоже такая достопримечательность, да, на которую люди в первую очередь внимание. На колени встают, вы не поверите, встают на колени, вот так вот гладят. Я удивляюсь, для нас это, обыденно. А тот, кто видит это впервые, для него, видимо, это каким-то чудом кажется. Чудом для самих жителей Какшана еще недавно были бы известия о том, что у здания есть будущее. Об этом здесь только мечтали все эти десятилетия. И туристы в своих отзывах. Жаль, что клуб в таком состоянии. Очень надеемся на реставрацию исторических зданий и создание тур-маршрута. Убедительная просьба отремонтировать клуб. Все-таки это достопримечательность Республики Татарстан. И сами жители. У вас тоже мечта, чтобы все это восстановить? Конечно, вы что, мы только за. Это же, вы понимаете, это память. Мы ради чего вот здесь, вот, как бы сказать, собираемся? Ни жители, ни специалисты Менделеевского краеведческого музея все эти годы, сложа руки, не сидели. Они писали петиции, обращались в различные фонды. И, кажется, есть надежда теперь. Откликнулся Московский фонд по сохранению исторического наследия.
Мы подготовили проект консервации, а законсервировать надо. Крышу сделать, вот ураганами позапрошлом году сносило много железа. Я залазил на крышу, стропильная система идеальная, лиственница, как будто вчера срубили, прямо видно, ручная работа, топориками сделана. И на нас вышел фонд «Внимание, город Москва». Они как раз занимаются узкопрофильным поддержкой, восстановлением таких зданий. Им очень понравилось. Уже в этом году здание будет спасено хотя бы от дальнейшего разрушения. Затем будет создан проект реконструкции, за реализацией которого, мы надеемся, будет приятно следить. Но давайте-ка переместимся на 30 верст южнее, туда, куда в свое время переместились и Кокшанские заводы Ушковых, в Менделеевск. Здание краеведческого музея, а когда-то конторы Ушковых, знаменитый директорский дом, знает, наверное, каждый, кто бывал здесь или не был даже. Вот по этой самой лестнице в разные, конечно же, годы хаживали и великий русский химик Менделеев, и великий русский писатель Пастернак. Десятилетиями этот полуразрушенный чудо-дом в классическом стиле со сторожевой башней в стиле романский донжон дожидался реконструкции. И похоже, что дождался. Был пожар, вот эта одна часть, 1/3 здания не использовалась и практически разрушается. И в этом году начинается ремонт. И это все будет восстановлено в историческом виде, так как было 150 лет назад. Не знаю, как для вас, для меня это все как-то в одно сливается. Понятно, что все это связано с одними и теми же именами. Ну, конечно. Вот они, наверное, дождались, чтобы их имя еще раз прозвучало в России. Они этого достойны, я так считаю. Большие надежды, да еще в квадрате. Есть в этом все-таки какая-то химия. История, как и любовь, быстро проходит, но нечто все-таки остается, если мы знаем этому цену, если мы готовы эту цену заплатить, как были готовы когда-то они. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.